Хранитель времени – так можно назвать Берсенако Газикова. Ингушский исследователь-краевед родился 13 июля 1954 года. Большую часть своей жизни он занимается поиском материалов об истории нашего народа и земляках. Он совершил сотни поездок в библиотеки, архивы, музеи России, Азербайджана, Германии, Грузии, Казахстана и Кыргызстана. Больше всего материала – это экспедиция 1938 года в Горную Ингушетию. Это экспедиция самых лучших архитекторов СССР того времени. Вот, они сделали очень большую работу. Вот, и мы в свое время посетили Российский государственный архив литературы и искусства в Санкт-Петербурге. Впервые обнаружили эти материалы в 2015 году. Вот, сделали копии этих документов, этих фотографий. Частично мы их и раньше выставляли, но сейчас решили выставить в полном объеме. Когда в 90-е годы создавалась наша республика, остро встал вопрос о научной базе, об архивном фонде. Берсенако Джабраилович был одним из тех, кто заложил этот фундамент буквально по крупицам. Его работа в институте, в музее, в госархиве – это годы передачи бесценного опыта и уникальных материалов. Он не просто находит документы, он их интерпретирует, вводит в научный оборот. Вот здесь вы видите изображение двух хищников, возможно, львов. В данный момент на храме Тхабайорде сегодняшнего изображения южной стороны этих объектов нет. Вот. При реставрации храма Тхабайорде они необходимы. И эта фотография имеет большую ценность для того, что когда будет происходить реставрация, можно использовать эту фотографию, чтобы архитекторы точно восстановили вот эти объекты на место. Интерес к выставке проявляют все, кто имеет отношение к истории ингушского народа. Историки, археологи, краеведы, да и просто патриоты своей родины. Каждый обязательно найдет здесь для себя что-то важное и ранее неизвестное. Словом, никто не упускает возможности познакомиться с работой краеведа. Благодаря его очень много выявлено материала архивных, фотоматериалов, такие материалы. Вот недавно мы в своем парламенте на заседании восстановили звание Наха Сидия. Это было еще в 18 году, во время гражданской войны. Мы, ингушский народ, на своем съезде тогда еще присудили его Гарапеком Ивановичем. Возродили мы, восстановили этот. И первому это орден нашему Зязику Идрису, первому лидеру, первому руководителю ингушской страны, и вторым номером фамилия Ивановича Гарапекина. Это большое дело. Это дело было Газиков. Он этим поиском занимался 1994 года. То, что делает он, оно с каждым годом приобретает все большую ценность. Потому что даже вот эти фотографии, которые находятся вот сейчас здесь на этой выставке, позволяют сравнивать нашу культуру, каменную, башенную культуру, которая является как визитной карточкой Ингушетии, увидеть в том виде, в каком она была. Потому что мы знаем, что памятники со временем имеют свойство разрушаться. А вот именно то, что он привозит, оно помогает воссоздать ту картину, которая была. Берсенако Газиков изучает ингушскую историю более 55 лет. Каждый из его проектов дарит силы и мотивацию идти дальше. А весь материал исследователь планирует собрать в один альбом, включая снимки ингушских башен, начиная с конца 19 века. Свой труд Берсенако Газиков считает призванием. Я начал работать в 1968 году с приобретения книги «Кавказский этнографический сборник». 1968 год, как раз мне было 14 лет. И вот с тех пор идет работа по сбору всего материала исторического, связанного с историей ингушского народа. Поэтому для меня это уже стало делом привычным. И несмотря на то, что мы занимаемся много лет, все-таки нам удается находить все новые и новые материалы. За свой вклад в исследование ингушской истории в 2004 году его наградили госнаградой Ингушетии орденом за заслуги. Берсенако Газиков – автор книг «Взгляд в прошлое», «Архивная память», сборника сведений об ингушах, которые пользуются популярностью у всех историков региона и за ее пределами. Выставка «История Ингушетии в иллюстрациях» – это лишь часть огромного наследия, собранного архивистом. Она ярко показывает главное – историю творят не только события и даты, но и люди, которые, вопреки всему, сохраняют память о них для будущих поколений. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.